Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 22 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Ого, у нас тут одни мечи выпадают, да? Посмотрим отношения, работу, финансы и итог дня. Ну, все заканчивается у нас очень даже радостно и благополучно. Решаем все проблемы. Итак, у нас выпадает карта дня, четверка мечей. Карта отпуска, карта расслабления, карта, когда нужно перестраивать планы. Планы точно сегодня нужно будет перестроить. То, что вы раньше думали, оно не будет реализовано. И если не хотите, чтобы вообще ничего не получилось или ошибиться не хотите, тогда нужно просто перестроить планы, может быть, другие цели выбрать, и либо оставить то же самое желание, но пути искать другие. Кроме того, карта говорит о том, что мы, скорее всего, здесь кого-то обидели, либо совершили какие-то ошибки, и вот мы можем переживать по этому поводу, либо переживаем за то, что вот у нас испортились отношения с другими людьми, либо что-то сказали коллегам или начальству не то, или, может быть, ошибки какие-то в документах сделали, или, может быть, себя критиковали, да, не любили, как-то других людей превозносили, да, а себя принижали. То есть вот что-то такое может быть, за что нам захочется у себя попросить прощения или у других людей. Вот карта говорит о том, что нужно все переосмыслить. Что-то нам здесь не дает покоя, и пока нас это гложет, мы теряем энергию, мы теряем силы и не можем закончить какое-то важное дело. Или, может быть, просто перейти в какое-то новое энергетическое состояние, более сильное, когда мы можем зарабатывать, когда мы можем реализовать свои желания и вообще как-то вот выйти на новый уровень энергии. Четверка мечей у нас астрологически связана с Юпитером в Близнецах. А это значит, что все наши, как сказать, все наши улучшения, вся наша удача, она находится сейчас в нашем близком круге. Она находится в тех людях, которые с нами рядом. Если мы с ними ладим, у нас удача. Если мы критикуем, стараемся, в общем, что-то доказать свое, да, то у нас удача уходит. Также здесь карта касается и документов, и поездок, и какой-то техники, может быть, для связи, офисной и так далее. То есть, если мы хотим, чтобы у нас все это, все эти темы работали, да, то нужно обязательно уметь договариваться с теми людьми, которые вот с этим связаны, которые за это отвечают и так далее, да. В общем, вот этот близкий круг, он очень сильно влияет на нас сегодня. И вот нужно стараться сохранять такой покой, равновесие, гармонию внутри себя, не вступать в конфликты, не обманывать, не хитрить и так далее. То есть вот тогда будет день хороший, замечательный. То есть вот нужно внутри как бы держать такой центр, да, себя, не уходить из этого состояния никуда, не стараться угодить, не стараться как-то слишком уж вмешиваться в чужую жизнь. То есть вот как бы такой центр внутри себя держать. Теперь то, что нам будет мешать. Мешает как раз то, что мы не можем отпустить какие-то ситуации из прошлого, которые давным-давно закончились. Да? Может быть, это только наши мысли, или, может быть, слова неправильные, да, которые мы сказали, обидные, или, может быть, критика в наш адрес, и мы никак не можем с этим разобраться и отпустить это. То есть вот единственное, что нас здесь останавливает от хорошего, что нас мучает, мешает жить, это наши мысли, да, мысли-мешалка, которая у нас там в голове крутится, и наши страхи какие-то, может быть, просто вот то, что давно ушло, прошлое, то, что нужно отпустить, мы по этому поводу продолжаем беспокоиться. Очень часто эта карта, знаете, говорит о том, что вот если уже что-то произошло, об этом вообще не стоит думать, потому что уже это, туда в прошлое не войдешь и не переделаешь. Либо мы здесь можем переживать о том, что как бы нас вообще не касается, да, то есть это не мы сделали, это не мы сказали, это от нас не зависит, это законы, которые приняты не нами, это ошибки, которые совершены не нами. Да, мы как-то попадаем, может быть, под этот, как сказать, в общем, в эту тему попадаем как-то, да, но так как мы не можем это исправить, нечего об этом и думать. Если же можем исправить, нужно закончить и идти дальше, потому что удача у нас будет как раз в паже пентаклей.
То есть не думать, а делать, вот что важно. Мы можем думать сколько угодно, нас это не продвинет ни капельки, да. Ну, допустим, поняли свою ошибку, один раз об этом подумали или один раз сказали «извини», и все. И дальше уже идем заниматься своими делами, тем, что нам приносит радость, деньги, увеличивает как-то наше достоинство, чувство собственного достоинства, да, наше, может быть, какое-то материальное положение, дает какую-то хорошую славу нам и так далее. Теперь посмотрим отношения. Здесь у нас паж чаш выпадает. Карта говорит о том, что в отношениях у вас будет такое чувство влюбленности, романтики. Вот такое ощущение, что это просто чувство и нет никаких обязательств, нет никакой такой тяжелой ноши, ответственности в отношениях. То есть очень такой легкий день может быть в отношениях. А для тех, кто в поиске, семерка червовая, карта говорит о том, что вы можете встретить как раз вот человека, в которого можете влюбиться с первого взгляда, скажем так, да, и этот человек, скорее всего, вам по судьбе, это кармическая встреча может быть. Это, кстати, человек, с которым вы потом долгое время можете общаться, у вас может быть там семья, дети и так далее. То есть вот у нас рыбка тут в стакане, да, и бескрайнее море. То есть можно общаться и как бы долгое время находиться вместе с этим человеком. Для тех, у кого уже есть пара, девятка бубновая, говорит о том, что вам придется заканчивать какие-то важные для вас дела, разговоры, скорее всего, да, вот по нашим главным картам. То есть, скорее всего, у вас либо подозрения какие-то есть, либо ревность, либо какие-то ссоры были, да, может быть, критические, колкие слова. И вот нужно с этим заканчивать, нужно решать этот вопрос. Да, нужно извиниться, нужно позаботиться, нужно устроить романтический там ужин вечером или подарить цветы или еще что-то такое сделать, да, то есть закончить вот этот тяжелый, как сказать, процесс и перейти в совершенно новое состояние энергетическое, да, вот, чтобы вот такая влюбленность как раз и была. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что вы можете сегодня еще больше поспорить, еще больше поссориться. Вот, наверное, сегодня лучше не начинать даже примирение, да, потому что вы вместо мира можете устроить как бы вообще мировой скандал дополнительный, да, и совсем тогда уже разбежаться. Для работы выпадает десятка чаш. Эта карта очень комфортная, либо вас очень любят в коллективе, все помогают, или ваши какие-то желания исполняются. Если, допустим, вы ждали зарплату, оплату, да, можете получить в этот день, или, может быть, здесь какой-то проект завершен, в который вы вложили много денег, и вот у вас тут много слов благодарности. Ну, в общем, в любом случае, эта карта для работы очень хорошая, комфортная и результативная. Для тех, кто в поиске работы, неожиданная может быть удача, но, скорее всего, совсем не там появится работа, где вы ожидали. И, скорее всего, вам судьба даст как раз то, что вам и нужно, что вам нужно реализовать или чему нужно научиться. Соглашайтесь, даже если вот такой шок от того, что вам предлагают. Для тех, у кого уже есть работа, дама пиковая. Карта говорит о том, что у вас заканчивается какой-то сложный период в деятельности. Может быть, не было работы, может быть, там была сниженная оплата или еще что-то. Может быть, в общем, какая-то проблема была в работе. Так вот, с этого дня у вас наконец-то все на благополучие поворачивается. Какое-то ваше желание по работе может исполниться. Может быть, для кого-то это даже и повышение будет. Шестерка бубновая для тех, у кого свое дело, это удача. Это удачное время для совершения сделок. Будут нужные люди приходить, клиенты, может быть, крупные, да, хорошие заказы, какие-то сделки важные. Здесь, в общем, все очень так счастливо. Даже если были какие-то сложности, все заканчивается очень удачно. Денежки на этот день у нас... Рыцарь мечей, карта говорит о том, что если вы будете тратить деньги сегодня, то нужно, знаете, прям по списку, иначе потратите лишнее 100% и будете потом себя ругать, либо тот, кто вам эти деньги доверил, будет вас ругать. И если мы зарабатываем деньги, то количество этих денег будет зависеть от того, сколько мы побегаем, поездим, сколько мы там заключим сделок, документов подпишем и так далее, и так далее. То есть от коммуникации, от общения очень много зависит. Давайте посмотрим, что у тех, кто на зарплате. Так, еще одну карту достанем. Так, у вас, скорее всего,
Либо деньги будут приходить на карту, да, и вы, может быть, удаленно работаете сейчас, и вот могут тогда денежки на карту приходить. Либо вы получите какие-то деньги за тот период, когда вы были в изоляции, да, когда вы, ну, допустим, вот во время пандемии, да, вы находились, допустим, дома, и вот вам обещали, что какую-то часть, какую-то оплату будете вы за это получать. Вот вы можете эти деньги получить. Для тех, у кого свое дело, шестерка пиковая, карта говорит о том, что вы, скорее всего, будете либо заключать какие-то крупные сделки, когда их нужно будет заверять в каких-то государственных учреждениях, либо будете в налоговой оплачивать там свои счета, налоги платить, либо еще какие-то государственные вот выплаты. Может быть, кстати, дотация от государства тоже. Так, еще достану карту одну. Ну, у вас, в принципе, все хорошо насчет денег. Вы можете действительно хорошо заработать, и сделки у вас прям на ура тут сегодня будут идти. Клиенты, скорее всего, либо те, которые уже были, либо новые, довольно-таки крупные могут появляться. Могут быть сделки во время поездок каких-то. Или, может быть, сделки с какими-то далекими партнерами у вас. По итогу дня у нас выпадает чаш. Ой, туз чаш. Да, то есть вы будете очень довольны днем. Посмотрите, как он у нас тут трудно начинался, да, сколько нужно было приложить усилий, нужно было помириться, прекратить думать о том, что нам мешает, начать как-то действовать. И вот мы справимся с этим очень даже хорошо. То есть в конце дня мы будем чувствовать прилив, мы будем испытывать прилив чувств. У нас будет удовлетворение и такое ощущение, что вот все для нас только начинается, какая-то светлая полоса для нас открывается, да, то есть вот такое ощущение, что вот буквально с этого дня начинается наша новая счастливая жизнь. Может быть, так оно и будет, да, будем на это надеяться. Желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.